Добрый вечер, вы смотрите Якутия Лайв, с вами Ирина Ефимова. Вы успели соскучиться по зиме? В этом году осень была очень долгая, очень теплая, но столбик термометра уже успел опуститься на минус 42 и ниже, и значит зима не за горами. А всем известно, что зима начинается у нас где? Ну, конечно же, в Якутии. И сегодня мы поговорим об одном из брендов Якутии, ставшем уже традиционным фестивале «Зима начинается с Якутии». И в гостях у Якутия Лайв сегодня заведующая Центром культурно-массовых проектов Управления культуры и духовного развития администрации города Якутска Василина Кривошапкина. Василина Васильевна, добрый вечер. Добрый вечер. Давайте сразу проясним, вот тут у нас такая красота стоит, чтобы зрители не подумали, что мы тут решили уже начать праздник, выпить и закусить. Вот, я вот покажу, что это на самом деле не строганина, хотя очень похоже. Вот расскажите, что это. Ну, понятно, что один из самых любимых мероприятий в рамках фестиваля «Зима начинается с Якутии» — это конкурс строганина. И в этом году мы его проведем в прямом эфире на канале НВК Саха. Это будет 5 декабря в 19 часов. И традиционно победитель у нас получает такой замечательный кубок. И я думаю, кроме этого еще и денежный приз. И в этом году у нас уже заявлено 16 команд участников. В каждой команде по 2 человека, как правило, мужчина, женщина. Мужчина строгает, женщина должна быстро, красиво складывает. Да, сложить горку. Ну, в общем-то, я думаю, что любители, поклонники именно этого конкурса действительно увидят в прямом эфире яркую, интересную борьбу. Хочу сказать, что участники — это в основном представители наших территориальных административных округов города Якутска и пригородов. А кубок, он переходящий, вот эта красота, или он остается? Нет, оно остается у победителей, у участников, поэтому, ну, как памятный сувенир. А он каждый раз разный, или вот однажды придумали, все да, время один такой? раз макет был утвержден, А кто придумал? Каждый год специалистами нашего управления культуры мы совместно с своими дизайнерами силами, да? проработали макет, дизайн, и вот такой вот прекрасный кубок, который может украсить, в общем-то, любую квартиру наших победителей. Они всегда гордятся таким призом и, в общем-то, достойно борются. А денежный приз большой? Сумма 50 тысяч. Ну, хорошая сумма, Да. вполне себе достойно. А зрителей-то вот угощают строганиной или нет? Нет, поскольку это будет проходить в студии и в прямом эфире, ну, можно поболеть за свою команду. То есть все будет у нас в студии происходить? Да, да, поэтому команда болельщиков также получает вкусный приз рыба. Там несколько хвостов рыбы. Я думаю, что болельщики будут выходить также через скайп, будут включаться в прямой эфир и могут поболеть за свою команду кричалками, считалками, разными любыми способами. А я хочу напомнить нашим зрителям, что мы тоже работаем в прямом эфире, и задать вопрос можно, позвонив в студию по номеру 841 12 42 14 39 или отправить текстовое сообщение на номер горячей линии в мессенджере WhatsApp 8 914 235 0502. Вот конкурс строганина, он, по-моему, появился еще раньше, чем сам фестиваль, если я правильно Абсолютно помню. верно. В 2009 году мы начали проводить конкурс строганина, а 2 годами позже, уже в 2011 году, уже появился праздник, фестиваль «Зима начинается с Якутии». Вот это ведь получается, тогда у нас сейчас юбилейный будет фестиваль, да? Да, в этом году мы проводим 10-й раз. И хочу отметить, что, в общем-то, это была инициатива Айсена Сергеевича Николаева, когда он был в то время главой города Якутска. Он предложил расширить рамки, выйти уже за рамки просто конкурса строганина и сделать его в фестивальном формате. И, в общем-то, началом отсчета фестиваля является 1 декабря 2011 года, куда уже вошли несколько мероприятий, такие как выставка «Серебряная чешуя», северные состязания, «Вкус Якутии», гастрономический фестиваль, ну и ряд еще там мероприятий таких творческих. Вот. И надо отметить, что почему дата 1 декабря, многие спрашивают, потому что именно 1 декабря — это первый день зимы.
календарный. Календарный. Вот, и, собственно говоря, с 2011 года мы вошли в российский календарь Ростуризма как мероприятие по событийному туризму. Мгм. Но вот вообще этот фестиваль, он задумывался как проект, который призван увеличить туристическую привлекательность Якутска, как столицы Якутии, да, всего региона в целом. Вот сейчас, спустя 10 лет, я просто знаю, что вы занимались этим все вот эти годы, да, как вы считаете, получилось то, что было задумано? Считаю, что да, потому что хочу напомнить, что в 2016 году ряд проектов нашего фестиваля «Зима начинается с Якутии», такие как «Праздник Строганина», гастрономический фестиваль «Вкус Якутии», детский творческий конкурс «Бриллиантовые нотки», заявились об участии на главную национальную премию по событийному туризму Russian Event Awards. И, в общем-то, мы в тот год завоевали 3 главных приза, каждый в своем направлении, в своей номинации. И, в общем-то, для нас это стало как раз той отправной точкой, что мы все делаем правильно, что мы идем в правильном направлении, что фестиваль надо развивать, продолжать им заниматься и расширять уже свои рамки. И какие-то уже находить новые направления, новые мероприятия, чтобы обогатить и украсить наш фестиваль. Я понимаю, что конкурс Строганины в этом году пройдет в телеформате, да, так скажем, из-за пандемии. Вот в прошлом году тоже многие мероприятия проходили онлайн, в том числе там и Arctic Fashion Show, которые мы тоже транслировали. Вот. А в этом году как тоже все будет онлайн или что-то будет вынесено все-таки? Ну, в основном все мероприятия пройдут в режиме онлайн, но вот, да, Строганина, как мы отметили, уже пройдет в прямом эфире. Один из самых красивых, наверное, таких вот запоминающихся мероприятий – это конкурс по ледовым снежным скульптурам «Бриллианты Якутии». Он пройдет в очном формате. У нас уже приняты заявки 20 команд участников из 7 улусов республики, города Якутска, и они уже, в общем-то, буквально на этой неделе, 27 ноября на площади Орджоникидзе, стартуют. В этот день пройдет блиц-турнир по ледовым скульптурам по теме «Новогодний Якутск», посвященный предстоящему юбилею города. В следующем году, как все многие уже знают, мы отмечаем 390 лет. Вот. А с 28 ноября по 2 декабря уже в ледовом парке «Северное сияние» пройдут основные конкурсы по ледовым скульптурам по теме «Мировое кино» и по снежным скульптурам, где работы будут посвящены столетию ЯССР. И все это можно будет наблюдать на 202 Да, при микрорайоне, желании, да? да, могут просто горожане прийти, посмотреть, как наши скульпторы будут творить, создавать удивительные скульптуры. Вот, кстати, наши ледовые скульпторы, они все-таки как-то немножко недооценены, потому что они ведь ежегодно побеждают на международных фестивалях, постоянно занимают первые места. И я вот недавно видела, брала интервью у скульптора Николая Чучасова, он мне показал фотографию. Значит, выпустили календарь, американцы выпустили календарь победителей конкурса ледовых, ну, вообще лучших ледовых скульпторов. Вот, там такой рейтинг стран. Россия на 20 стран, Россия где-то на 19 месте, а на первом месте Якутия с флагом. То есть Якутия это не часть России, да? Нет, это их представление. Вот, и говорят, ребята, безусловно, сказали, что мы же как, мы же Россия. Они говорят, нет, поскольку вот так, отдельная да, страна. мы сделаем... Нет, это вот именно вот эти американцы, которые выпускали этот календарь, они настояли на том, что поскольку... Отдельно выделили Да, отдельно наши. выделили, и там прям вот Якутия с флагом Якутии. Ну, да, я отчасти согласна, конечно, в общем-то, это уже, скажем так, догма, истина, аксиома, что скульпторы, именно якутские скульпторы, они уже признаны во всем мире. Конечно, страны, такие как Америка, Канада, Китай, где проходят, Финляндия, где проходят конкурсы по ледовым Япония. скульптурам, да, Япония, они, конечно, в общем-то,
с удивлением, где-то с восхищением всегда отзываются о наших командах, потому что действительно они непревзойденные мастера, богатейший опыт, видение. Это же надо быть... В основном-то они все же художники изначально, все члены Союза художников и Республики России. И, конечно, те работы, которые они показывают, представляют, они просто всех ввергают в такой восторг, восхищение. И надо сказать, что заслуженно, и, в общем-то, наши ребята всегда выступают достойно. Всегда они привозят награды, призовые места и главные призы. Вот. А жителям Якутска, получается, не нужно никуда ехать, чтобы полюбоваться на Да, всего лучшие лишь- в мире творения Да, вообще. всего лишь прийти на какие-то отдельные локации, где проходят соревнования, и посмотреть уже, как создаются вот эти изумительные работы. Василина, а что с Дедом Морозом-то? Потому что фестиваль изначально же все-таки начинался с того, что приезжал Дед Мороз, помогал, брал символ холода у Чисхана, зажигал елку и потом отправлялся в свое новогоднее турне по стране. В прошлом году я знаю, что это все Было видео поздравления. Да, видео поздравления Да. ограничились, а в этом году как? Ну, к сожалению, конечно, пандемия внесла свои коррективы. В прошлом году нам удалось, в общем-то, добиться того, чтобы главный волшебник страны поздравил наших горожан и самых маленьких якутян с наступающим Новым годом, с нашим фестивалем. Но в этом году сложилась ситуация так, что не получилось. Но мы надеемся, что не за горами лучшие времена, А вот когда... почему не получилось? Интересно, потому что я ведь читала новость о том, что Дед Мороз из Великого Устюга поставил себе прививку. Да, мы... То есть у него есть QR-код, он, в принципе, может к нам приехать. Но мы же понимаем, что у него очень плотный график. Конечно, и мы где-то в какой-то момент, может быть, позже вышли на него, чтобы согласовать ту программу, в которой он мог бы принять участие. Но вот, к сожалению, получилось пока так, как получилось. Но мы надеемся, что в любом случае, когда у нас фестиваль будет уже проходить в обычном формате, конечно, Дед Мороз приедет и примет символ холода и посетит наших ребятишек. А какой статус имеет сегодня фестиваль? Он межрегиональный, он общероссийский или он международный уже? Ну, с прошлого года статус фестиваля республиканский, ну, по понятным причинам. Да, до этого времени, когда у нас принимали участие иностранные участники, вот конкретно по ледовым и снежным скульптурам, мы как бы поднимали статус до международного. Но пока границы закрыты, пока мы вынуждены сидеть на ограничениях, да, пока вот республиканские. Ну, я думаю, что это нисколько не умаляет, в общем-то, сам фестиваль, потому что есть возможность нашим землякам, которые, в общем-то, в других улусах, да, находятся, каким-то образом принять участие. Это вот лишний раз возможность не нести большие затраты для того, чтобы приехать, да, сюда и принять участие, хотя бы дистанционно в онлайн-формате стать либо участником, либо зрителем, либо гостем. А вообще вот из районов многие приезжают именно на фестиваль? Именно на фестиваль просто посмотреть, да, как гости, да. В свое время, в общем-то, приезжали и семьями, и кланами, и землячествами. Ну, конечно, в основном это близлежащие улусы, но, тем не менее, и арктические улусы не оставались никогда за пределом, потому что для них, в общем-то, праздник Строганина – это один из основных, и они всегда, в общем-то, достойно принимали участие, допустим, в выставке «Серебряная чешуя». У них удивительные работы. Поэтому, в общем-то, как правило, наш праздник, он открыт для всех, вот, фестиваль. И поэтому есть возможность так или иначе принять участие. А «Серебряная чешуя» это что за Это выставка мастеров прикладного искусства, которые буквально из костей рыбы, из кожи, чешуи создают уникальные изделия. Это могут быть и украшения, это могут быть какие-то скульптурки, какие-то панно. В общем, там фантазии нет границ. Поэтому тоже своего рода очень уникальная из выставка. подручных материалов, да? Это как у Цветаевой, когда бы вы знали, из какого ссора, да? Да, да, абсолютно верно. Вот, так что этот конкурс у нас тоже, в общем-то, пользуется популярностью и очень востребован.
А все-таки вот изначально фестиваль ориентирован он больше для якутян или на внешний туризм? Или вот не делаете вы разграничения? Мы не делаем разграничений, хотя, когда мы в первые годы проведения фестиваля, в общем-то, в основном ориентировались только на наш регион. Вот, но когда у нас возник уже конкретный образ нашей якутской зимы, благодаря Августине Николаевне Филипповой, да, и Чисхан, была создана такая легенда, что вот у нас есть образы, которые будут, в общем-то, которых будет не стыдно презентовать, и вокруг них уже строилась вся фестивальная программа. То есть они являлись, скажем так, прообразом вообще нашей зимы и, в частности, фестиваля. То есть когда мы уже выезжаем за пределы республики, а то и России, нам есть что рассказать, есть что показать, и мы видим заинтересованность. Поэтому у нашего фестиваля нет границ. Она для всех открыта и доступна. И многие уже проявляют к ней, в общем-то, такой интерес широкий. А вот конкурс «Бриллиантовые нотки», он будет в этом году, нет? Да, детский творческий конкурс, он будет проходить. В рамках него будет проходить детский конкурс красоты Харчана Ко, а также традиционно конкурс рисунков, конкурс елочных игрушек. В общем-то, у них там есть тоже ряд своих мероприятий, которые вот объединяются под одним как бы творческим конкурсом «Бриллиантовые нотки». У нас очень талантливые дети. В общем-то, ни для кого не секрет, что конкретно вот в этой программе, в этом конкурсе участвуют малыши от 2 лет и, в общем-то, до 15-16. И они все и поют, и танцуют, и стихи читают, и в нарядных костюмах дефилируют. В общем-то, на это просто приятно и мило смотреть. Но вот я знаю, что это мероприятие, оно изначально было таким совместным мероприятием для команды республики и города. То есть его изначально делали вместе, и город, и республика. Вот. И как вот вы между собой там делите? Вот это мероприятие наше, это ваше? Или? Ну, конкретной такой дележки нет. Понятно, что мы от города, если говорить, в общем-то, изначально, если начали заниматься строганином, мы его сейчас развиваем, продвигаем и стараемся сделать ее более интересной, да, и насыщенной. Наши коллеги, допустим, с управлением предпринимательства и потребительского рынка, они, например, двигаются в направлении гастрономического фестиваля «Вкус Якутии». В общем-то, они тоже очень интересный и вкусный конкурс. А наши коллеги с Министерства предпринимательства именно и туризма, они больше как бы заточены на то, что вот они взяли на себя, допустим, организацию проведения модного показа Arctic Fashion Show, тепло севера, тепло Якутии, да, это тоже выставочная программа, тоже с мастерами художественного промысла это связано. Ну, то есть, в общем-то, мы не делимся, мы друг другу помогаем и, собственно говоря, делаем общее дело, чтобы наш фестиваль был более ярким, запоминающимся и красочным. А вот как, кстати, со вкусами Якутии? Если еще, но можно себе представить, что ладно, там зажжение елки может быть онлайн, строганину можем по телевизору посмотреть, кто быстрее настрогает, но гастрономический фестиваль, он просто, он просто не может быть онлайн, это должно быть, еду нужно... Надо пробовать. Надо пробовать, да. Ощутить на вкус. Да, абсолютно верно, но в этом году он пройдет, так скажем, в закрытом режиме. Примут участие 12 ресторанов города Якутска. И среди них есть и фавориты, скажем так, участники, которые уже не первый год участвуют. Например, это усадьба Атласовых, Чучур-Муран, ресторан Мацури, Каре. В общем-то, у них уже есть определенный опыт, но тема каждый год меняется, и все-таки они должны удивить чем-то членов жюри. Поэтому у них, конечно, очень, скажем, такой непростая работа, да еще при нынешних условиях, когда, в общем-то, столько ограничений, и им приходится нести определенные какие-то затраты, в смысле продуктов, да, и высокого качества продуктов именно местного товаропроизводителя. В общем-то, они, я не знаю, энтузиасты и большие молодцы, что, в общем-то, в любом случае принимают участие, чтобы праздник состоялся. И да, и он, конечно, очень вкусный, этот конкурс. Мы все просто
со стороны, когда вот наблюдаем, как коллеги презентуют, смотрят, но для жюри это невероятно сложно. Вот они сами признаются, сколько к нам приезжали эксперты. Они, конечно, в восторге от тех блюд, которые готовят наши повара и рестораторы. И они просто удивляются, говорят: ребята, вы живете в том месте, как можно не любить рыбу, как можно не любить мясо, как можно не любить там ягоду нашу, да, якутскую. В общем-то, они всегда в восхищении, в восторге. Нет, ну вообще «Вкус Якутии» он сыграл такую большую роль в, как скажем, популяризации национальной кухни, да, потому что Однозначно. когда этот фестиваль начинался, «Вкус Якутии», у нас было, по-моему, если не ошибаюсь, там 2 или 3 ресторана национальной кухни. Это Гандархан, Чучур-Муран, усадьба Атласовых. Да? Вот, сейчас таких мест много, и самое главное, более того, в любом ресторане Якутска можно прийти и заказать что-то из национального меню. И это вот стало нашей обыденностью, а в других регионах, вот, скажем, далеко не так. Ну, я думаю, что в этом и есть заслуга фестиваля, что, в общем-то, это пропагандируется, популяризируется. И нам есть действительно, что гостям показать, чем угостить, чем удивить. Поэтому цели и задачи фестиваля именно таковы. А вам вот что лично запомнилось? Какое прям такое необычное блюдо? Необычное блюдо. Я вот просто каждый год поражаюсь. Мне очень нравится, как бренд-шеф усадьбы Атласовых, Николай Атласов, он, в общем-то, сам продвигает себя, сам ищет что-то новое, интересное. И хочу поделиться и сказать, что буквально недавно выходила передача, и он ездил в Москву. В научном институте провели исследование на предмет, насколько якутский карась, они не говорят там из Неджели или Кобяйский, именно якутский карась полезен в профилактике заболеваний коронавируса. И вы не поверите, что сказали ученые. Действительно полезно. Поэтому, дорогие друзья, ешьте караси. Именно на пару, вареные в виде ухи, но не жареные, ну, можно потушить в духовочке. Вот. И у Николая есть огромный потенциал, он просто фанат своего дела, он обожает и любит свою работу, и, в общем-то, продвигает именно национальную кухню на разных уровнях, на разных. Также в этом году впервые состоится арт-шоу. Вот что это такое? Мультимедийный и иммерсивное арт-шоу, оно будет проходить в парке «Россия. Моя история», где, в общем-то, простые горожане могут стать участниками этого квеста интересного. То есть она будет построена на основе сказки «Снежная королева», где Снежная королева замораживает Кая, вот льдинку. А горожане, проходя этот квест, могут вообще сделать финал по-своему. То есть настолько это интересно, да? Вот То есть они его должны разморозить? Ну, я не хочу раскрывать все секреты, скажем так. Мы тоже были очень заинтересованы, и мы подумали: боже, в общем-то, современные технологии помогают нам в том, чтобы сделать как бы фестиваль интересным, чтобы горожане сами стали участниками этого праздника. Поэтому я настоятельно рекомендую всем пройти этот квест, обратиться в музей «Парк Россия. Моя история». А когда это будет? Это будет проходить в течение недели. У них на страничке в Инстаграм уже висит программа. А где И вообще как висит бы вся программа фестиваля? это можно увидеть в Инстаграм-аккаунтах Министерства предпринимательства, Минпред, нижнее подчеркивание, офишал. Можно посмотреть на сайте Управления культуры и окружной администрации, и также на наших Инстаграм-страничках. Вся информация есть, но кроме этого мы еще и на, в общем-то, информационных порталах выложили. Это и Сахалайф, и ЕКТ.ру. А вот Arctic Fashion Show? Да, вот этот вот модный показ, нынче он, конечно, обретет, скажем так, новое дыхание, потому что, к сожалению, автор, идейный вдохновитель этого проекта, да, Варвара Филиппова, трагически ушла. И, в общем-то, модельеры, дизайнеры, которые примут участие, на сегодня уже их 39,
заявлено, они в своих коллекциях представят одну работу, должны посвятить именно Варваре Филипповой. То есть из ее коллекции какую-то стилистику должны привнести. И многие уже знают, это уже было, по-моему, озвучено, что главным стилистом модного показа станет один из лучших ведущих стилистов России, модных стилистов, Гала Борзова. Поэтому для многих это будет событием. Но мы надеемся, что это пройдет грандиозно. Опять же, пройдет в прямом эфире НВК САХА, если не ошибаюсь, 7 декабря 18:15. Поэтому тоже предлагаю всем посмотреть это удивительное шоу. А Гала ведь она наша землячка, да? Она Она наша якутянка. землячка, да, но она уже, в общем-то, известна не только в России, но и за ее пределами. Вот смотрите, победитель конкурса «Строганина» получит вот, значит, такую красоту. А победитель конкурса «Вкус Якутии», я вот сейчас подумала, да, может быть, какой-то знак, вот как подобие мишленовских звезд, вешать на Ну, я знаю, входе в те рестораны, которые победили в Я конкурсе знаю, что «Вкус они Якутии». получают также денежный приз. Вот, ну, можно им предложить, конечно, такую идею. Вот, но не Почему бы звездочку, и например, снежинку, нет. например. Да, им, по-моему, вручают медали, потому что он немножко носит такой, скажем, спортивный характер. Кто лучше, кто больше, кто интереснее. Вот. Нет, ну вот если бы так вот на входе, чтобы сразу было понятно, Да, что это вот- было бы здорово, да, чтобы уже знали, что это участник и победитель гастрономического фестиваля. Ну, понятно, фестивалю 10 лет, это, с одной стороны, время подводить какие-то итоги, с другой стороны, вот какие у него перспективы для роста? Ну, я думаю, что, в общем-то, за 10 лет сделано и пройдено немало. Мы видим уже и какие-то результаты своей работы и понимаем, что надо еще расти, расширять географию, границы. Если бы не нынешняя ситуация, конечно, наш фестиваль был бы, наверное, изобиловал множеством участников, которые готовы были приехать и готовы участвовать в нашем фестивале, в разных конкурсах. В общем-то, в том-то и задача фестиваля, чтобы был больше охват, и, может быть, даже то, что проходят некоторые мероприятия в онлайн-формате, наоборот, дает возможность, да, чтобы нас увидели больше, наши земляки за пределами, друзья, знакомые, кто раньше не видел, не знал, познакомиться, потому что об этом очень много говорится. Это всегда на слуху. Именно зима, она всегда вот связана с Якутией. И вольно-невольно уже наш фестиваль стал брендом. И, конечно, задача как бы расширить, продвигать его дальше, потому что, ну, как не поделиться красотой нашей природы, да, нашей вкусной национальной кухни, нашими необыкновенными гостеприимными людьми. Конечно, это все посредством фестивальных проектов и мероприятий. Но вы, Василин, как истинный оптимист, во всем видите положительные стороны. Слушайте, вот про ледовые скульптуры понятно, а ледовые городки, горки, вот это вот будет? Обязательно, да. В этом году у нас, кроме ледового парка «Сияние Севера», где традиционно наши скульптуры украшают, несомненно, там также будет построен ледовый городок. Он заработает буквально перед Новым годом, откроется. Там будет невероятно красиво, те же горки, разные локации интересные. И кроме этого у нас еще появятся ледовые парки и скульптуры. Например, парк активного отдыха Юрделя. Они также проводят конкурс ледовых скульптур, и они будут посвящены якутским легендам и сказкам. И приоткрою еще завесу, да, небольшую. В ледовом парке Юрделя еще пройдет карнавальный маскарад, показ от творческого фонда Августины Филипповой. То есть необыкновенные красивые костюмы будут дефилировать, девушки, вернее, дефилировать в этих костюмах между этими скульптурами. Сказки Серкен Сегене. А, допустим, уже в усадьбе Атласовых там уже будет другая тема, тоже будет, планируется конкурс ледовых скульптур, такой мини-конкурс, где, в общем-то, будут
основана на удивительной истории девочки Кандыкан. Вот, поэтому тоже такой интересный подход для себя нашли организаторы. Я думаю, что это будет тоже очень интересно. Да, про Кандыкан у нас была отдельная программа с вдохновительницей проекта Маргаритой Поповой. Да, да. Вот это правда. Ну вот тоже мы удивительный нашли проект. возможность такой вот интеграции, да, чтобы как-то вот программа нашего фестиваля, она плавно перетекала в разных, проходила, вернее, параллельно в разных локациях. И это все равно как бы для наших горожан, для тех же гостей, которые, отдыхая, допустим, или отмечая какое-то событие, могут и познакомиться с работами наших мастеров. А мастер-классы какие-то будут? Мастер-классы, в общем-то, мы немножко решили отойти, потому что когда в социальных сетях в режиме, допустим, прямого эфира, либо там, скажем так, ну, коротких каких-то передач, которые выходят, да, на этих платформах, очень сложно со связью. Иногда она прерывается, иногда что-то там технические какие-то бывают неполадки. Поэтому решили делать, в общем-то, как дистанционный. Присылают работы, либо посмотреть уже просто ролик по созданию определенных каких-то. Понятно. Ну, по крайней мере, 2 мастер-класса точно будет. На нашем канале будут мастер-классы «Вкусы Якутии», как раз лучших наших поваров. 2 мастер-класса точно будут. Ну что ж, я приглашаю всех зрителей принять участие в так или иначе фестивале «Зима начинается в Якутии». Вас, Василина, благодарю за теплую беседу в холодный вечер. Это была программа «Якутия Лайв». Меня зовут Ирина Ефимова. Смотрите нас по будням в 19:15. Расскажем, чем живет Якутия. Джинса с нами теплее.